вечер, дорогие телезрители. В эфире вновь, в прямом эфире, передача Хастагалаамта. Чуть больше недели прошло с того времени, как парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект, который изменит выборную систему в республике и увеличит количество парламентеров. Кроме этого, предполагаемая поправка не только увеличивает число депутатов с 35 сегодняшних до 55 в будущем, но и создает основу для перехода к смешанной избирательной системе, что означает, что 27 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, как это делалось до этого все время, как независимые кандидаты, а 28 уже по пропорциональной системе, это кандидаты, которые будут идти по партийным спискам. Вот сегодня, в связи с этим, сегодня в нашей студии глава парламентского комитета по законодательству, чей комитет, собственно говоря, инициировал, вносил в парламент проект закона о количественном составе Народного собрания парламента Республики Абхазия. Это конституционный закон. И известный юрист Тамас Валерий Агрба, я забыл представить, и известный юрист Тамас Кецба, который еще 10 лет назад в свое время возглавлял Конституционную комиссию, а сейчас является просто членом, да, третья комиссия, в которой он участвует, да, уже как бы обычный член Конституционной комиссии. И вот я, собственно говоря, начну с Валеры. Вот несколько месяцев назад в парламенте был инициирован, рассматривался этот вопрос, и если память мне не изменяет, тогда президентская администрация вносила данный законопроект, и тогда было количество депутатов, рассматривалось увеличение количества депутатских мест в парламенте будущем до 45. И нескольких голосов буквально не хватило тогда, чтобы этот вопрос прошел. И сейчас вот его опять по новой инициировали, там при одном воздержавшемся или против, я не помню, остальные все как бы за проголосовали. Вообще в чем разница вот того документа, который тогда президентская администрация представляла, и сейчас, кроме вот этого количественного? Или вообще что изменилось, что вдруг люди голосовали против, или там воздерживались, и голосов так или иначе не хватало тогда, а сейчас как бы вот такое вот внушительное одобряемся. Ну да, прежде чем ответить на этот вопрос, наверное, было бы правильно сказать о том, что вот идея о конституционной реформе в плане перехода к смешанной системе или вообще пропорциональной, к реформе вообще избирательной системы, она не нова, и в разные периоды времени с разной степенью интенсивности этот вопрос поднимался. И несмотря на то, что в законодательство вносились много изменений разного характера, система осталась прежней, она осталась мажоритарной. В своем послании даже Сергей Васильевич Багапш отмечал о необходимости перехода именно к смешанной системе. В новом созыве, в пятом созыве парламента была создана еще 2 года назад рабочая группа, возглавлял ее спикер парламента Валерий Рамшович Бгамба, где были начаты разработки вот реформы избирательной системы. Были разные предложения, в том числе от партии «Эра», такие вот радикальные, на наш взгляд, тогда не касались, что переход необходимо осуществить на полностью пропорциональную систему. Но еще парламентом был выработан проект о необходимости перейти именно, включая в себя именно такие параметры, переход к смешанной системе. Частично она должна была быть мажоритарной, должна была часть пропорциональной системы, но с вступлением в силу президента Рауля Хаджимба была при нем создана комиссия по конституционной реформе, в рамках нее была создана рабочая группа, разработан, представлен проект, именно тот, который был внесен в качестве права законодательной инициативы президентом. Он подразумевал увеличение количества депутатов до 45 и также смешанную систему. Единственное отличие его от того проекта, который был принят в первом чтении, он не принят окончательно, он был только рассмотрен парламентом в первом чтении. Основное его отличие, помимо увеличения количества депутатов, в том, что ни действующая Конституция, ни сам проект, внесенный президентом, не определял вид избирательной системы. Он определял увеличение количества, из которого следовало, что это конституционная правовая основа для дальнейшего развития, и уже сам вид системы, сама процедура, порядок выборов регулировалась бы уже конституционным законом. В проекте, который представил парламент, группа депутатов инициировала вопрос,
Его отличие, помимо такого технического, скажем так, да, увеличения с 35 до 55 депутатов, там определяется вид самой избирательной системы, в соответствии с которым в самой конституционной поправке прописано, что 27 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе, 28 избираются по пропорциональной. Этого не было. Там было увеличение до 45, и как бы этим и ограничивалось. Кроме того, также ссылка есть в новом проекте о дополнительных требованиях, которые может быть установлены в конституционном законе, дополнительным требованиям для кандидатов в депутаты, которые также они будут урегулированы и отражены в конституционном законе о выборах, и референдумы, так он называется, который сегодня в разработке. Это такие дополнительные требования, как, предположим, ценз оседлости или возраст, который предполагается увеличить для кандидатов в депутаты, ограничения, связанные с, предположим, судимостью, если, конечно, она не погашена или не снята в установленном законном порядке, ограничения, связанные с психическими какими-то расстройствами, заболеваниями, употреблением наркотических средств. Вот это такие основные различия между... Базовые остались точно. Базовые какие-то подходы остались. И в первом проекте президентского... Базовый подход, главный, самый концептуальный, это то, что избирательная система предполагается смешанная. Томас, а вот вы уже, это третья, да, по-моему, комиссия, в которой вы так работаете, заседаете. Вот какова эволюция вообще вот этой идеи конституционной реформы? Если вкратце так вот мазками так обозначить. Потому что это вот, как сказали, это еще при Багапш и заявлял о необходимости конституционной реформы. Ну, до него тоже заявляли, но официально он первый заявил. И вот только сейчас мы подошли. Не заявил, он создал. Создал Первый Но до первого чтения мы только сейчас пришли. Да, по конституционной реформе. Эволюция, безусловно, есть, конечно. В той первой комиссии я являлся тогда руководителем рабочей группы, вот которой сейчас Славик руководит. Но вот, например, вопрос об изменении избирательной системы, он тогда тоже как бы проговаривался, вносился на обсуждение комиссии, но он тогда поддержку не получал. То есть вот вопрос об изменении избирательной системы, он зрел довольно долго. Я скажу, что он больше 10 лет. В парламенте или вообще в обществе? Ни в комиссии он не получил поддержку. В парламенте он и не рассматривался. У нас были круглые столы, разного рода обсуждения, такие дискуссионные, всякого рода встречи были. Он и там практически мало получал поддержки. Я так думаю, что вот ситуация, наверное, все-таки дозрела, понимание созрело. А еще что, численные параметры вы как-то рассматривали? Мы просто до этого не доходили. Мы саму идею, вот эту идею, пытались проиллюстрировать на других странах там, и так далее, и так далее. Нам тогда говорили, что мы не созрели, еще время не пришло. В общем, каких-то серьезных аргументов, каких-то таких вот, которые бы объясняли бы коренные какие-то несогласия, не было. Но в целом мы не могли сейчас получить. Не все легко было, потому что буквально тут несколько месяцев прошло между первой попыткой принятия проекта и сейчас, и такой радикальные вдруг такие показатели в голосовании. Да, это 45, это тоже цифра первоначально, с которой согласились члены Конституционной комиссии, когда вот это обсуждалось уже на ныне действующей Конституционной комиссии. Ну, вот сейчас очень много об этом говорят, журналисты спрашивают людей, политиков и так далее, и так далее. Навскидку, да, я вот слышу много критики по этому поводу, навскидку действительно вызывает как бы такое, ну, скажем, отрицательное. У многих вызывает отрицательное на первый взгляд. Но я бы предложил все-таки посмотреть. У меня вот тоже вначале возникло неприятие. Но я вот как вы с ним боролись, расскажите. Да, я вот поразмыслил, да, и я вот предлагаю всем как бы посмотреть на это немножко под другим углом зрения. Надо воспринимать все-таки, что это компромисс, политический компромисс. И вот давайте зададимся вопросом. Это приемлемый... Между кем и кем компромисс? Это компромисс различных политических сил в парламенте, скажем так, и тех, кого они представляют за парламентскими стенами. И давайте зададимся вопросом. Это приемлемый компромисс или абсолютно неприемлемый? С моей точки зрения, это все-таки приемлемый компромисс, и я думаю, что его можно принять. Да. Если бы это было что-то запредельное какое-то, да,
согласие в каких-то запредельных цифрах, тогда к этому действительно можно было относиться как к неразумному, там, я не знаю. С моей точки зрения, это все-таки компромисс, с которым можно согласиться. Да. То есть 45 это не был компромиссом, 55 это компромисс. Это была первоначальная цифра, на которой мы согласились, но вот эта цифра 55, она же не была, то есть 45 же не была поддержана. Да. И родился компромисс. Мы должны это явление уважать как некое проявление политической какой-то вот культуры, которая зарождается. Я не против, но у нас проблема, скорее вопрос авторства вот этих инициатив, то есть в сторону увеличения или уменьшения. Вы говорите о каких-то силах политических. Наверное, ставить сказать, потому что я не знаю, природу кто предлагал. Конституционная комиссия, я так понял, предлагала 45. 45, то есть она на этом точку поставила, больше потом не собиралась, да? По этому вопросу у нас было достигнуто соглашение. Зачем второй раз возвращаться? Валера, тогда у меня такой вопрос. А вообще, как просчитывалась вот эта цифра 55? То есть вот в парламенте сидят там депутаты, приходят там на расширенное заседание комитетские, да, там обсуждают и так далее. Там какой-то торг, там, да, кто-то говорит, давайте 49 сделаем, да, потом нет, давайте 51, да, кто-то посчитал, нет, давайте. Как вообще все это происходит? Ну, вообще в теории, конечно, количество депутатов парламента определяется в зависимости от соотношения количества избирателей округов. Правда, есть примеры, где такого вообще соответствия нет. Но если говорить о том, что в данном случае, почему отклонен был за проект закона, который был инициирован президентом, это ни в коем случае не является какой-то вот политической какой-то там составляющей, да, какой-то торг, да, или демарш, потому что это была именно президентская инициатива. Это на самом деле была, этот проект был согласован, как правильно Тамаза Иванович сказал, это на Конституционной комиссии, принимали большинством голосов, и если бы приняли бы другой бы проект, также президент был вынужден был бы внести и принять, в смысле на рассмотрение парламента. В данной ситуации, как на мой взгляд кажется, да, несмотря на то, что мы действительно в предшествии этого заседания сессии мы проводили работу и в комитете, неоднократно проводили заседания комитета, встречались и на круглых столах, и встречались и с политическими партиями, с лидерами политических партий, общественными движениями, которые были прямо или косвенно заинтересованы в реформе избирательной системы. И предлагались разные варианты, в том числе Мукзар Ашуба, он организовал круглый стол, он предлагал оставить, перейти к смешанной системе в рамках 35 депутатов, не увеличивая это количество. Но все-таки мне кажется, что несмотря на такое большое количество переговорных вот таких вот моментов, инструментов, там, скажем, да, может быть, не до конца все равно осознали вот необходимость перехода к смешанной системе, что это нам даст и какие, скажем, возможные последствия негативные или какие положительные моменты будут. И основное это, конечно, то, что большинство депутатов высказывались за сохранение как можно большего количества мажоритарных округов. Почему мажоритарных округов? Там есть тоже свои основания, так скажем, да, и опасения, есть преимущества, как и в любой другой системе, как и в пропорциональной системе. Какие самые вот такие очевидные опасения и преимущества, то есть вот коротко объяснить, чтобы люди во-первых, понимали. Да, когда мы говорим о смешанной системе, как стабилизатор вот таких вот негативных моментов при использовании одной или другой системы, конечно, надо понимать, что и мажоритарная система имеет свои преимущества над пропорциональной, но имеет также свои недостатки, как и, в принципе, пропорциональная. Основной, как бы, скажем, недостаток мажоритарной системы то, что при голосовании, при выборе того или иного кандидата большое количество голосов, так скажем, они пропадают, то есть их мнение не учитывается, и чем больше количество кандидатов на одном избирательном мажоритарном округе, тем больше вероятность, что большинство голосов не будет подано за этого кандидата. Так называемый принцип победа меньшинства над большинством. Это как бы основной момент, то, что при пропорциональной системе вообще отсутствует, потому что из самой этимологии, да, слова понятно, что пропорциональная система – это количество, столько партий получает мандатов в парламенте с пропорциональное количеству поданных за эту партию голосов. Это вот основная как бы разница. Второй есть момент такой вот характерный для мажоритарной системы – это нагрузка для государственного бюджета в плане проведения, организации проведения выборов, в том числе и для самих кандидатов, несмотря на то, что есть ограничения, установленные законом, связанные с избирательными фондами, ну и для там спонсоров и так далее. При пропорциональной системе это тоже немножко как бы нивелируется, потому что
при пропорциональной системе выборы проходят в один тур. При мажоритарной, как правило, когда большое количество кандидатов, это несколько сот, как правило, кандидатов, и избирательные кампании проходят, как правило, в 2 тура. Но есть и свои преимущества. И стимуляция, наверное, партийной системы, то есть партийного строительства и партийной вообще жизни в стране, это тоже, наверное, один из плюсов. Это один из главных. Да. То, что пропорциональная система, или в данном случае смешанная, она стимулирует, конечно, развитие многопартийности, стимулирует коалиционные действия. Кстати, при мажоритарной системе еще один такой существенный недостаток, когда депутаты не связаны какими-либо ограничениями, либо политическими программами, либо, скажем, политическим видением какой-либо партии. И, как правило, парламент плохо структурирован, и такие вот дисперсные получаются функции. Все-таки при использовании смешанной, в данном случае, как мы понимаем, этой системы, будет наполнение хотя бы части парламента более таким профессиональным, которые будут связаны с партийным, с мнением, там, скажем. Но и есть еще и негативы, которые, конечно, используются, когда при той же партийной системе появляется посредник между избирателями и непосредственно депутатом в лице либо партийного лидера, либо самой партии, которые ориентируются больше, конечно, на позицию партии. Или там, когда вот есть преимущество при мажоритарной, опять-таки, просто необходимо говорить и о тех недостатках и преимуществах, чтобы понимать, что смешанная система сама уравновешивает эти все и достоинства, и недостатки, она вот как-то стабилизирует эти моменты. При мажоритарной, когда человека выбирают не только исключительно из его личного знакомства, так как у нас небольшое общество, и в каждом избирательном округе небольшое количество избирателей, но и возможность оценить его профессиональные качества и его эффективность деятельности в парламенте для того же переизбрания на следующий срок, что при партийной системе немножко как бы ограничено, потому что при этом избиратель выбирает политическую программу, и несмотря на то, что, как мы предполагаем, это списки депутатов будут открыты, не как вот бывает там в некоторых странах, в том числе и Российской Федерации, где закрытые списки, и он видит, кого он, за какую партию он голосует, но в принципе он выбирает политическую программу, которая идет партия на выборы. Тарас, у меня вот вопрос такой, который меня постоянно мучает. Вот у нас демократия такая своеобразная, то есть это не конкуренция идей, это вот такая конкуренция личностей. Что, собственно, и происходило при той выборной системе, которая у нас существовала в парламенте и существует пока что, когда люди, кандидаты не главное, кто что говорит, главное, кто говорит. Персоналист. Да, портретная такая демократия. Вот сейчас нынешний формат, он способен хотя бы немного видоизменить вообще подходы, вот существующие вот эти стереотипы как-то разрушить. Все-таки нам надо соревнование идей пока и близко не пахнет, исходя из того, что, допустим, мы видели месяц назад там из противостояния, от того противостояния, которое наметилось между властью и оппозицией, потому что, собственно, идей-то, конкуренция идей не самое главное была. Да, нам надо уже как-то начать привыкать к тому, что общественная жизнь не дает таких моментальных результатов. Мы меняем какие-то правила игры, результаты появятся через какое-то время. А они, безусловно, должны появиться. Вот к тому, что Славик говорил по поводу опасений, почему с цифрами так произошло. И, кстати, эту мотивацию, президент Хаджимба тоже ее назвал. По поводу того, что в нашем сегодняшнем парламенте, в нынешнем созыве, есть достаточно большое количество людей, которые не ассоциируют себя так жестко с партиями. Но они хотели бы еще раз продолжать переизбраться в следующий избирательный тур. И у них опасение, что перед ними встает дилемма. Если это будет перекос в сторону пропорциональной системы, значит, либо надо жестко иметь какие-то жесткую связь или членство с партией, или у них шансов будет незначительное. Поэтому они отстаивали это арифметическое увеличение количественного, это 27.
Но это все-таки небольшое там сокращение. Небольшое сокращение, но они как бы его отстояли. То есть у нас как бы сохранятся такие местечковые авторитеты, которые там способны там контролировать какой-то там маленький небольшой район. А создание, допустим, за счет уменьшения количества мажоритарных мест, но при этом поднять, допустим, качество. Да, я помню, предлагались варианты там оставить там 8-9, то есть по каждому району там по одному месту, и там 2 или 3 там в Сухуми предлагалось, и уже как бы создавать таких политиков там республиканского масштаба, не тех, которые там могут там в 2 бригадах иметь авторитет, но и вообще вот по целому региону. Почему на этом мы не остались? Почему для нас очень важно, опять же, сохранить вот как бы с одной стороны партии, с другой стороны вот эти маленькие авторитетики, которые иногда вдруг оказываются еще, как бы, может быть, иногда, и такое у нас бывало, что и криминальными авторитетами, да, вот они держат этот район и голосуют за них. По-моему, очевиден, он лежит на поверхности. Это нынешнее состояние нашего общества. Это люди, которые сегодня, которым дано право менять это законодательство. Вот они его поменяли ровно настолько, насколько они сочли это возможным, видя себя в этом процессе в том числе. И здесь, в принципе, ничего криминального, ничего удивительного нет. В принципе, мы смотрим на мир как бы со своей колокольни, да? Они смотрят как депутаты и люди, которые собираются продолжить депутатскую деятельность в следующем созыве. Они видят гарантии своего избрания на следующий срок вот в таком формате. Почему не удалось продвинуться дальше? Ну, тут много можно причин. Потому что мы, наверное, не смогли убедить их, потому что недостаточно много провели мероприятий, которые бы как бы обществу детально... Вот у меня есть четкое ощущение, что мы недостаточное количество времени... 10 лет же говорим о конституционной реформе. У меня такое ощущение, что говорит какая-то небольшая группа людей. Вот небольшая группа людей, политизированных или там специалистов, юристов, и вот людей, которые вот в данный момент находятся во власти, и их как бы это по роду их деятельности, их это касается. Но у нас политическая элита в силу нашей малочисленности еще маленькая, совсем маленькая. Поэтому мы квоту в парламенте увеличиваем. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Вот в нашем обществе очень распространенное такое явление ругать власть, ругать парламент и так далее. Мы же хотим... Мы не ругаем, мы рассуждаем сейчас просто. Почему? Назовем это критиковать, да? И есть за что на самом деле критиковать и исполнительную власть, и законодателю. Вот я смотрел вчера, например, руководители партии выступали, говорили о том, что вот народные деньги будут тратиться и так далее. Но на эффективную власть надо хорошо потратить. Да? Вот мы с вами до передачи говорили, надо создать все условия, в том числе и финансовые условия для депутатов, и организационные, и материальные, но и создать условия контроля, эффективного контроля, не бутафорского, а реального контроля, да, за их деятельностью. Вот кто-то из депутатов, я все-таки довольно активно слежу за политической жизнью, кто-то из депутатов недавно говорил, что вот мы, мол, работаем достаточно в таком напряженном режиме, приняли, по-моему, около 100 законов было названо. А я скажу, что Государственная Дума, скажем, в Российской Федерации принимает до 250 законов за сессию. Да? Так что 100, может быть, в сравнении. Раньше принимали, может быть, 50. Так, какой-то прогресс есть. Но я не думаю, что это потолок. А почему бы не пойти путем... Вообще, это цифра обсуждаемая еще во втором, в третьем чтении. Конечно, обсуждаемая, допустим, если она не оправдает себя, та же смешанная система, допустим. То есть, это обратимый процесс. Во втором обсуждаемая. В третьем ты уже орфографические ошибки. Да, конечно. Дополняя, развивая мысль, почему все-таки нет перевеса над пропорциональной системой, над мажоритарной. Правильно вы все говорили о том, что сохранить мажоритарные округа, но все-таки мы не можем не учитывать и какую-то общемировую практику, и в том числе и само избирательное право. Сохранив мажоритарные округа, мы тем самым даем право реализации права, пассивное избирательное право для граждан, которые действительно не хотят быть связаны с какой-либо партией, хотят оставаться независимыми. Это тоже политическая позиция, и она должна быть тоже реализована. Почему? Потому что и общемировая практика показывает, что сегодня и существует такая тенденция, что многие страны переходят именно от
либо от мажоритарной в чистом виде, или пропорциональной в чистом виде системы именно к такому смешанному типу. Например, Россия, кстати, до 1994 года у них была мажоритарная система, потом они перешли на пропорциональную систему. А вот буквально в 2014 году, да, они опять был принят закон о переходе к смешанной избирательной системе. Кстати, это то же самое, такая тенденция наблюдается и в странах Европейского Союза. Так, аналогичные реформы были проведены, правда, в 90-х годах, это и в Германии, и в Италии. То есть это живой организм. Да, и это вообще постоянный процесс. Он так или иначе, он длится, и государство находит такие формы, ищет, которые позволили бы наиболее эффективно формировать исполнительную власть. Если то есть система не бронзовеет, она может как бы в ту сторону меняться и обратно откатывать. Тамаз, у меня вот такой вопрос, может и к Славику тоже вопрос такой. Есть еще такая угроза, я не могу ее не озвучить, потому что об этом многие говорят, и может даже мы в следующих передачах найдем и пригласим оппонентов и этого проекта или каких-то положений этого оппонента. Говорят о том, что может возникнуть ситуация там такого портфеля с деньгами, который придет и может решить там вопрос и по партийным спискам, то есть формально не будет, там многонационально, на самом деле по номиналу, а на самом деле могут представлять там ту или интересы той или иной, допустим, общины или национальной, политической, неважно какой. Как вот этой угрозы избежать? Ну, конечно, угроза присутствует в любом случае, будь то это пропорционально в чистом виде или будет она смешанная или чисто мажоритарная, конечно, больше угроз, если это будет в чистом виде пропорциональная, конечно, больше вероятность, что какая-то ты в одном месте это все делаешь, политическая олигархия какая-то возникнет и монополизировано будет право в одной какой-то политической партии, как вот сегодня мы наблюдаем в России, потому и они переходят к смешанной системе, потому что это приводит к стагнации политических процессов. Но мешок с деньгами, или как вы выразились, портфель... Он не может и при мажоритарной также. Но там надо будет ездить по нескольким, многим округам. А это проще мажоритара провести, выступить в виде спонсора и как-то вот неформально и протаскивать мажоритария намного легче, чем партию. Партия должна, по нашему проекту, мы ее не разбиваем на отдельные округа, а мажоритария сохраняется как одномандатные округа, а вот при выборе пропорциональном это будет и единый общенациональный избирательный округ. Это как вот выборы президента, то есть граждане на тех же избирательных участках, в тех же округах будут голосовать, будет 2 бюллетеня избирательных, будут голосовать и за мажоритария, как и сегодня, и за партии, которые будут представлены. Потом это будет все сводиться в общую как бы картину, и в эту сумма будет распределяться между, количество голосов будет распределяться между партиями. Поэтому необходимо получить доверие всего народа и всего населения Абхазии. Поэтому кто будет в этой партии присутствовать в списке, будет открытый, как мы предполагаем прописать это в избирательном законодательстве. Хотя можно было, конечно, перейти в более такую сложную систему, так называемого преференциальный вотум, когда помимо выбора партии еще и голосуют индивидуально за каждого кандидата в списке партии. Но это очень довольно-таки сложный процесс при подсчете уже голосов и при подсчете этих мандатов. Поэтому это наиболее распространенная форма, наиболее такая вот практически использованная, и относительно простота подсчета в ней сохраняется. Поэтому получить доверие всего населения и одним портфелем это так невозможно сделать. Ну, императивно тоже остается, правильно? Да, конечно. Но вот сейчас механизм уже запущен, первое чтение, это второе. Обычно у нас, если уже один раз пробили это первое чтение, уже в таких вопросах, кажется, как бы многоточия не будет, и точка будет поставлена. И уже ясно, что у нас будет другая избирательная система. Но вот на этом как бы мы заканчиваем вот какие-то изменения, или все-таки это начало того, что, то есть вопрос, без которого уже невозможно не подойти к вопросу перераспределения полномочий между там, исполнительной и законодательной властью. Насколько мы вообще к этому уже как бы созрели, или опять вот как Тамас говорил, там он 10 лет как бы заседал, и вот отдельная группа там людей, просто как бы интеллектуалов проговаривала какие-то идеи, которые не имели никакого прикладного характера, допустим, к принятию решений. Я думаю, что, конечно, я думаю, что на этом, конечно, работа комиссии по конституционной реформе не будет остановлена. Сама постановка вопроса о том, что эти полномочия должны быть как минимум подвергнуты ревизии, понимание это есть практически у каждого члена конституционной комиссии. И мы видим, что на самом деле вот эта вот сложившаяся система, она, в общем, недостаточно эффективна.
В принципе, наша Конституция, она ведь скроена, она послевоенная, она несет в себе вот все, так сказать, отпечатки военного времени. Концентрация сил, суперпрезидентская власть, это было абсолютно оправдано, вплоть до существования экономической блокады, вот эта концентрация всех ресурсов в одних руках, все это было. Но как только эта ситуация начала ослабевать, то есть возможности экономические и прочие начали появляться, эта система начала давать сбои. В принципе, мы же видели, что было при предыдущей власти. Да? У нас не работает исполнительная власть так, как она должна, вот эта вся пирамида исполнительной власти не работает. И значительную часть разные политические силы, разные политики говорят о разных, может быть, каких-то вопросах, которые надо передать от исполнительной власти к законодательной. Кто-то говорит о больших контрольных полномочиях. И шаг в этом направлении уже сделан. Мы с вами начали с того, что начали говорить об избирательной системе, но ведь в Конституцию-то были уже внесены поправки по поводу учреждения Конституционного суда. Сам факт создания контрольной палаты, например, да, это тоже очень серьезный факт, серьезное событие по замыслу. Да. Другое дело, что надо создать, надо так поставить дело, чтобы это была не стрельба по воробьям, да, а это был серьезный механизм в руках законодательной власти, потому что это прежде всего орган законодательной власти. Контроль за бюджетными средствами. А вообще парламентское большинство насколько будет формировать исполнительную власть, то есть кабинет министров, там того вот же это вопрос будет центральным в вопросе перераспределения полномочий. Я понимаю, но мы... Влияние, насколько влияние будет при формировании на правительство. Не то, что влияние, может, даже законодательно будет закреплено, что они выбирают. Влияние... Но это как варианты. Я говорю о том, что этому парламенту осталось работать там чуть больше года, правильно? Да. Если учесть новогодние выходные, там и полутора уже не остается фактически, плюс предвыборная кампания и так далее. Между чтениями 2 месяца, по-моему, нужно, да? Вот что еще может теоретически успеть, какие изменения внести этот созыв депутатов? Мы как раз тоже хотел бы обратиться в начале передачи. Мы начали говорить о том, что Тамаз Иванович возглавлял рабочую группу еще при Сергее Васильевиче Багапше, и там были разработаны поправки к Конституции. Они были в том числе связаны и с перераспределением полномочий тоже между законодательной и исполнительной ветвью власти. Они, кстати, были представлены в парламент, они были приняты в первом чтении, если не ошибаюсь. Часть из них мы реализовали уже в новом созыве. Это вот также было представлено в тех поправках учреждения Конституционного суда. Некие изменения по судебной реформе, увеличение там квалификационных требований судей, которые были вот сейчас уже в прошлом году были приняты и реализованы. Также там были предложения, исходя из... Мы, кстати, их тоже взяли в разработку, и есть еще ряд предложений от общественных организаций, от политических партий. Вот третьего этапа, так скажем, условно, который мы определили для себя, это вот закончили судебная реформа Конституционным судом, избирательная система, и третьим этапом уже перераспределение полномочий. А избирательная система, конечно, будет как являться таким вот фундаментом или платформой. В тех представленных в парламент прошлого созыва еще предложения конституционных, это, конечно, это конституционные принципы, они не законодательные, они конституционно должны быть закреплены. Там предполагается предоставить такое полномочие парламенту, как утверждение премьер-министра страны, и как противовес, как баланс сил президенту продать право распуска парламента. И ряд еще изменений, такие, которые вот они действительно требуют на сегодняшний день. Пока это проект, он сегодня остается тоже проектом. Но это как бы основной проект, или есть какие-то другие варианты? Нет, сегодня есть именно такой вот проект. Есть предложение другого характера, такого, как, предположим, ликвидация вообще структуры кабинета министров, так скажем, условно, там, по американскому типу, там, предположим, будет там условно госдепартамент или администрация, и тогда парламент будет утверждать ключевых министров, президент, как и сегодня, в принципе, будет являться главой исполнительной власти. При том формате тогда будет премьер-министр, если останется Кабмин, премьер-министр станет главой исполнительной власти. Тогда возникает еще ряд вопросов, дать ли ему тогда право законодательной инициативы премьер-министру. То есть такие разные предложения есть. Есть предложение вообще перехода к парламентской форме правления. Тоже насколько она сегодня нам нужна и насколько это будет эффективно для... Ликвидация вице-поста, вице-президента. Да, ликвидация, кстати, такая поправка была внесена президентом Анквабом в парламент. Она в качестве также своей инициативы он внес предложение о ликвидации такого вот поста вице-президента.
только этот проект не рассмотрен, он так и остался в парламенте рассмотрен. То есть предложений масса. Но нужно что-то сформулировать такое вот единое, которое бы всех устроило. В том числе и достигнуть такого политического компромисса. У нас вот очень много вопросов, очень интересная тема, поэтому мы, может, в таком ритме взяли и его держим. Вот, там у меня такой вопрос. Вы как юрист, который не член парламента, но в этой комиссии давно уже работаете, уже даже 3-й раз, сказали, такой долгожитель. Вот сейчас между этими чтениями, как вы видите, какое должно быть или может быть обсуждение там, в юридическом сообществе, в политическом и так далее, и так далее? И что вообще теоретически может измениться вот, во втором чтении? Я все-таки уповаю на то, что восторжествует разум. Под этим я понимаю максимально возможное количество обсуждений под разным углом, в разных составах. Это не только парламент, это общественность, это эксперты. У меня такое ощущение, что очень много в этом направлении может сделать сама администрация президента. Вот в плане организации. Площадок таких. Да, в плане организации площадок, в плане привлечения мозгов, в том числе и внешних, понимаете. Мы, в общем-то, делаем только вот первые шаги, что называется. Да? Вот в России есть очень интересные конституционалисты, которые могут поделиться колоссальный опыт и мировой накопленный. Конференцию можно сделать. А почему нет? Это, на самом деле это полезно для всех. Вы приглашаете на слушание, кроме членов комиссии, кто-то еще да, состояние открыто, мы их объявляем, и, конечно же, любой может прийти. Иногда мы рассылаем индивидуально, приглашаем тех или иных экспертов или заинтересованных лиц, лидеров. Но мы практически со всеми лидерами политической партии переговорили. И, в принципе, это вопрос открытый, потому что, и, как вы сказали, по проекту, по конституционному закону о поправке Конституции, конституционные поправки рассматриваются в 3 чтениях с 2-месячным интервалом, и между этими чтениями возможно вносить изменения, как между первым и вторым, так и между 2-м и 3-м, кардинальным в том числе. А вот, да. Ко второму можно кардинально. Если в продолжении темы. Да, конечно. Нет, я хотел бы просто переключусь на другую. Все-таки мы как-то у нас опять мы про избирательную систему, про парламент говорим, но между тем в тени остался вот еще один вопрос, который обсуждался на последней сессии, и я считаю его очень важным вопросом, тоже конституционный закон о местных органах самоуправления. И он тоже входит в программу конституционной реформы. Да, в этот пакет конституционных реформ. И там бурные дебаты, я знаю, вызвал вопрос там, назначения глав администрации и так далее. Почему? Вот если мы, вот, допустим, вот в этом сегменте, в избирательной системе, все-таки, наконец, мы сделали этот шаг вперед, почему вот в этом вопросе, в вопросе назначений там, руководителей местных органов самоуправления, все-таки опять как бы топчемся на месте. Опять тот же будет президент уже как бы назначать этих руководителей. Почему мы все-таки не смогли хотя бы ради эксперимента, хотя бы там, допустим, в столице сделать там что-нибудь иное, я не знаю, там все-таки можно было бы в столице провести, провести там свободные выборы главы мэра столицы. Как это видится? Вот как вы обсуждали? Я, например, как раз у нас была полемика на этот счет. Именно вот почему мы боимся сдвинуться. Давайте поясним зрителям. Речь идет о том, что глава администрации выбирать или назначать. Да, по нынешней конституции и закону главу администрации назначает президент из числа депутатов местного собрания. Да. Сделан небольшой шаг. Действительно, это шаг небольшой. Президенту как бы развязали руки. Он может назначать главу администрации не из числа, а вообще может... Мне очень понравилось, вот рядом со мной сидел этот Габни, Гиви Габни, представитель, значит, партии экономической свободы. Он совершенно четко выразился. В общем-то, нам сегодня нужны на местном уровне хорошие менеджеры, которые могут впрячься в это запущенное городское хозяйство и потащить, и привлечь и инвесторов, и навести в порядок в коммунальном хозяйстве и так далее. На самом деле люди-то в принципе живут вот этими каждодневными проблемами.
действительно, вот та система, которая у нас сложилась, практика показывает, что глава городской администрации, у него вот как бы нет особой ответственности, не ощущается, люди не чувствуют этой ответственности перед ними. Вот он назначаем президентом, и он как бы, значит, ориентируется на то, чтобы исполнить. Люди, во всяком случае, так рассуждают. Я почему как бы воздержался от того, чтобы сегодня принять решение? Мне кажется, что нам надо, во всяком случае, я так попытался объяснить свою позицию. Вот когда мы создадим вот эту новую избирательную систему, которая в том числе и будет принимать, обкатываться и на местных выборах тоже, да, когда мы хотя бы один, а еще лучше два вот этих вот круга избирательных пройдем, когда у нас будут не политические, вот, по-моему, Андрей Михайлович недавно сказал, что у нас, в общем-то, не партии, а политические группировки. Что-то вот так вот как-то выразился. Или вот эти вот персоналистские партии, да, партии вот на конкретного человека. Когда это будет профессиональная организация, когда там будет серьезная программа, над которой будут серьезные люди работать, которые будут поддерживать вдумчиво и понятно будет членам своей партии, вот тогда, мне кажется, будет меньше рисков, что вот попадет вот этот вот, мы окажемся в плену вот той самой ситуации с кейсом, когда можно будет скупать там избирателей. Вот, честно говоря, я этого очень опасаюсь. И это консерватизм здоровый, и я вот я не знаю, здоровый это или вопрос купли-продажи, он всегда присутствует. Да, но всегда боязнь этом... это есть, боязнь это присутствует при каждых президентских выборах. Да. У нас всегда говорят, там каждая из сторон говорит, что тот кандидат купил этих избирателей и так далее, когда а другой на этом говорит про поле других. Появятся ответственные политические игроки партии, которые не просто бутафорски как-то апеллируют к населению, а действительно пытаются завоевать доверие и авторитет у избирателя, вот в противодействии с таким ответственным игроком, а лучше, когда у нас будет несколько таких партий, вот тогда риск того, что все-таки будет минимизирован. Да, Тамас Ислаки, вот один вопрос. Вот, нет у нас политических вот среды серьезных. Вот для того, чтобы в городе выбирать, все-таки, я думаю, не главное, чтобы это был представитель какой-то политической организации. Допустим, главу города выбирать. Можно я дополню? Можно попробовать. Когда мы ставим этот вопрос, действительно, как было сказано, это небольшой шажок, да, в плане конституционной реформы, но все-таки он существует. Поэтому сегодня президент ограничен выбором только из числа депутатов местного самоуправления. Когда мы говорим о праве президенту назначать и освобождать от должности главу местной администрации, надо исходить из того, что, учитывая такое унитарное устройство нашего государства, что главы местных администраций они являются главой органов госуправления, местных органов госуправления, входящих в структуру исполнительной ветви власти. И за президентом все-таки оптимальным сохраняется, видится сохранить право все-таки назначать главу района, там, скажем, города Сухума, такой же у него статус. Диапазон расширяется, было предложение цензы такое. сохраняются для кандидата, вот, допустим, кого он будет выбирать? Мы изменили подход в том плане, что это будет регулироваться, есть ссылка в том же проекте Конституционного закона на порядке назначения, что этот порядок будет регулироваться Конституционным законом, то есть отдельно будет закон, который будет регулировать порядок назначения. Там предполагается два варианта. Либо президент предлагает местному самоуправлению кандидатуру главы администрации, получает согласие и после получения согласия назначает этого главу. Либо от обратного, что местное самоуправление само предлагает президенту там 2 или 3 кандидатуры, это количество будет определено, предположим, законом, да, и не обязательно это должны быть местные депутаты местного самоуправления. Правильно, как сказано, может быть, это был бы какой-то вот менеджер, управленец, действительно, который, там, скажем, в простонародье технарь такой, да, не политическая фигура, да, или технократ, там, да, который бы действительно смог бы и заниматься и привлечением инвестиций, управлением всеми процессами в городе или в районе в каком-то определенном. Предложение было, да, именно поэкспериментировать и сделать выборность именно главы города Сухум. Но в данном случае, мне кажется, все-таки, как вы говорите правильно, здесь консерватизм более уместен в том плане, что эксперименты вот в этом плане немножко, может быть, преждевременны, потому что в соответствии с Конституцией у нас
И город Сухум, и тот же Гагринский район, или Гудаутский, или Ачимчирский обладают равными статусами, и трудно выделить. Но все-таки какую-то там можно было бы конституционную поправку сделать, если Сухум-Боязно все-таки столица, можно было там, допустим, тот же Гагринский район, который, собственно, является недотационным. То есть он зарабатывает юридическую заковыку, найти можно всегда, было, но и сделать тогда выбор на всех глав администрации района, чтобы не было таких противовесов. У меня такой вопрос. Сколько выборов наше общество сможет выдержать или нет? Вот вопрос. Я понимаю логику и вот этих предложенного пакета изменений и так далее, И появилось много новых партий, буквально за последние 2-3 месяца. 4 предчувствии появления смешанной системы, как я понимаю. Интересно. Это интересно. Но у меня вот такой вопрос. До выборов осталось там, 1,5 года, чуть меньше 1,5 лет. Насколько эти партии имеют возможность проявить себя или, наоборот, мозги запудрить, грубо говоря, избирателю вот за этот короткий срок? То есть это не является изъяном, допустим, вот такого короткого срока действия вот этих поправок? Ну, трудно сказать, что такая вот череда заявлений о создании политических партий, связана ли она с инициативами в парламенте или с инициативой президента о необходимости перехода слишком совпало это все по времени. Возможно, но так с точной вероятностью трудно сказать, что именно с этим процессом связано. Но в любом случае тот же закон о выборах, который будет, он будет устанавливать некие ограничения. В плане, и необходимо будет вносить, кстати, закон о политических партиях, созданиях, вот момент создания за определенный период выбора, перед днем выборов, либо барьеры необходимые, кстати, которые будут на пороге, конечно. Какой-то есть уже? Нет, его надо высчитывать, его надо высчитывать, обязательно этот порог должен быть установлен. Успеете вот это все сделать за эти 1,5 года? В принципе, время есть достаточно, если честно, и как мы говорили, что нам нужно для конституционных поправок 4 месяца, чтобы их принять, чтобы это было основой, чтобы мы могли рассматривать и конституционный закон о выборах и референдуме, мы так его назвали. Это по своей сути будет такой вот избирательный кодекс, так как он в Конституции звучит, что это конституционный закон, поэтому мы не можем его кодексом назвать. Но по сути он будет кодекс, регулировать будет не только выборы парламента, но и выборы президента, выборы местного управления, и проведение референдума, и общие положения, порядок формирования комиссий, округов и так далее. И, конечно, этот барьер будет